Хамус – инструмент, широко распространенный по всему миру. У народа Саха с глубокой древности сохранился хамус, вмещающийся в ладони, но обладающий способностью петь голосом живой природы. В одних странах его можно найти только в музеях, а в других его музыкальная судьба продолжается, получая новое современное звучание, новую жизнь и превращая его в любимый всеми инструмент. Разновидностей и модификаций хамуса много. Они различаются материалами, из которого изготовлены, а также высотой и тоном извлекаемого звука. Ученые-музыковеды до сих пор не пришли к единой классификации. Это один из самых древних, народных и сакральных инструментов. Однако хамус – не самозвучащий инструмент. Без того, чтобы человек буквально не вдохнул в него жизнь, он не зазвучит. Таинство его состоит в том, что он представляет единое целое со всем дыхательно-голосовым аппаратом человека. Хамусы изготавливались из дерева, кости и железа. Существуют разновидности хамусов с одним, двумя, тремя и даже 4 язычками. В нашей республике в городе Якутске существует единственный в мире музей хамуса. Директором является Сергей Шишигин. В музее сейчас около 1500 инструментов. И все благодаря уникальной коллекции американского профессора Фредерика Крейна, который подарил нам почти 600 инструментов. Сам Фредерик Крейн объясняет это потому, что у нас государственный музей, государственная политика поддержки. А самое главное – это величайшее уважение народа Саха к этому удивительному инструменту. В нашей республике хамус был и остается основным музыкальным и духовным инструментом, и традиция изготовления хамусов передавалась непосредственно из поколения в поколение, не прерываясь с давних времен. В Якутии народных мастеров, изготавливающих этот удивительный инструмент, немало. Одним из известных мастеров международного класса является Роман Готовцев. К своей работе Роман Ильич относится трепетно. Любовь к хамусу у него появилась еще в детстве, когда он в 8 лет познакомился с этим инструментом. С тех пор прошло много времени, и Роман Ильич уже сам учит детей в профессиональном лицее номер 7 изготавливать этот необычный инструмент. В преддверии Международного дня хамуса мы решили пообщаться с народным мастером и узнать секреты его мастерства, а также узнать его мнение о будущем, которое ждет сакральный инструмент народа Саха.